Здравствуйте, коллеги. Ну вот мой рассказ называется «Горка и Лут. Братские, в кавычках, естественно, праздничные комплексы Республики Коми». И я прямо сразу хотел бы с вами начать диалог и спросить, как вы думаете, почему я применяю такое слово «братские»? Да. Ну, наверное, схожесть костюмов районов. Да, а какая еще схожесть? В чем еще? Ну, появление, наверное. Схожесть, во-первых, в появлении, да, во-вторых, в самом проведении, в каких-то традиционных, не знаю, фигурах, проводах, этапах может, еще время проведения. Да, конечно. Время То есть проведения. совпадает очень и очень много. То есть тут прям очень много параллелей, очень много сходств. То есть их настолько много, что действительно это как бы два таких праздничных комплекса, которые отличаются в первую очередь, как вы думаете, чем? Понятно, чем. В чем они отличаются? Национальной культурой? Ну, ижемцы, они все-таки коми, Да. а Устильма это русские. Во-первых, национальность, да? А национальность, она определяется в первую очередь языком, да? То есть для фольклора очень важно, конечно, язык, то есть речь, то есть, вот этот процесс говорения и так далее. То есть язык он определяет. Да? И поэтому, конечно, это ключевое различие этих двух праздничных комплексов. Да, вот, когда начинали проводиться Горка и Лут, как вы думаете, вообще это такое единое событие, единственное событие в календарном цикле традиционном, или это, да, Кристина? Нет. Они одному, то есть они календарному празднику То есть какому-то одному? Горка раз в год проводится? Или А, нет? это да, по-моему, да. Но Но она отмечается несколькими днями. Ну да, несколько дней, по-моему, один раз в год. Да, вот тут как раз происходит такое, знаете, такое забронзовение какого-то события, который переход в бренд, да, когда что-то, какое-то традиционное, то есть явление традиционной духовной культуры, оно, допустим, проводится несколько раз, а оно сжимается в один огромный, в один комплекс, который становится брендом. Да. А Горка, она проводилась, это праздник, который, вообще, это такой комплекс, который проводился в разные дни, летние, то есть Горка это и Лут также, это летние праздники, праздничное гуляние, праздничный хороводно-игровой комплекс. То есть он был не один, а несколько. Это сейчас уже основная, главная Горка или главный Лут, он проводится там в Устильме, он проводится на Иванов день, то есть 12 июля. А Иванов день еще по-другому, вот, мы знаем, это что за день? В Центральной России. Все. День Ивана Купала? Да. Да, то есть очень много обрядов. Да, и на Петров день. Да. Петров день это тоже отдельная тема в Устильме, это Петровщина, они когда они ездят, переплывают на другой берег, там варят каши, то есть. Вот. И какой смысл вообще, как вы думаете, какой смысл, я тоже хотел бы с вами поговорить, вообще в праздновании этих дней, то есть и вообще во всех этих праздничных комплексах какой смысл? Сохранение традиционных ценностей. Сохранение традиционных ценностей еще какой? Ну и передачи из поколения в поколение. Ну да, сохранение передачи равно, а еще... Наверное, все-таки это обряды, и у них есть какой-то более глубокий смысл. Там же это как раз время, когда урожаем съедят, может быть, именно... Вот у Устильма, они же недаром идут в день Петра и Павла, потому что основное занятие это рыболовство, а как раз Петр и Павел, они покровители рыбаков, и издревле у них поэтому идет Петровщина. Да. Но там есть еще другие, конечно, сакральные. И другие еще дни, в принципе. Да. Но если мы говорим о лете, то лето это же вообще такое время года, когда все... Сенокос, когда все растет и когда... Время все, сенокоса, да. Иван. Сенокос это вообще тоже одно из самых ключевых таких трудов. Это животину кормить, как говорится. Да. То есть на этом все было завязано, и как раз то есть все это было приурочено к сенокосу. Ну то есть у вот этих праздников, у них есть, я бы так разделил несколько смыслов. То есть вот смысл такой, один из, который на поверхности понятный, это сохранять традиции, передавать их. Но такие, если более глубокие, то вот, как Кристина говорит,
например, я бы назвал мифологический смысл, то есть мифологическое осмысление вообще вот это хода времени, как продуцирующий смысл, то есть, продуцирующий, то есть они магический смысл, то есть они вот всеми этими хороводами, да, они как бы направлены на плодородие, на то, чтобы все хорошо росло, чтобы был хороший урожай, то есть, вегетативный еще такое есть слово, то есть чтобы вегетация, когда все растет, все цветет, и то есть магический, мифологический и сакральные, в общем, такие смыслы есть. Хотя, а еще, конечно же, есть самый понятный смысл, это какой это просто. Знакомились там девушки, парни. Да, вот Иван Александрович совершенно верно, я немножко задумался. Это еще один очень важный смысл, да, то есть брачная символика, она пронизывает этот комплекс. Но еще вот самый поверхностный это просто пойти и погулять. Да, то есть Просто народное Отдохнуть. да, праздник ради праздника. Перед страдой. Да, праздник, да, то есть и праздник ради праздника в принципе тоже важен. Вот. И если говорить о горке, вот, следующий слайд. Нет, подождите, тут у меня следующий слайд. Праздники весенне-летнего цикла. Мы знаем, что традиционный календарь, он делится на какие-то части, да, на какие-то части. И вот этот весенний-летний цикл, туда входит много разных праздников, но вот самые крупные я здесь попытался отразить, это если Пасха, Троица, Петровское заговение, это на следующее воскресенье после Троицы Петровский пост недолгое время идет. И вот как раз, видите, он совпадает вот с пиком лета, там 27 июля. И вот как раз в народе часто гуляют сильнее всего перед постом. То есть, если там Масленица перед Великим постом, и так далее. Потом и Иванов день, потом и Иван Лун, и Петров день, Петр Лун потом. То есть это праздники весенне-летнего цикла. И, конечно, Горка и Луд, они входят, то есть они относятся как раз к этому весенне-летнему циклу. Одни из этих праздников. И вот если говорить о Горке, то начало вот этих горок, горочных гуляний, приходилось примерно на вторую половину мая и было связано с наступлением стабильного весеннего тепла, когда уже какие-то здравствуйте. Когда жестокие холода уже отступали, и появлялись какие-то поляны, на которых можно было водить вот эти самые горки. То есть, и играли эту горки на возвышенных, на таких плоских, удобных, в общем, площадях, местах. Часто на воздушных, поэтому и горка в том числе. Это не единственный смысл, но... еще расскажи, почему еще горка? Почему еще? Есть вообще в русской традиции, то есть в общерусской традиции, горка это в принципе праздник какой-либо. То есть узлемы, они же носители вот этой архаичной культуры. Вот, и они принесли с собой это слово, как сохранили его. Есть еще отдельный праздник Красная Горка. Тоже вот когда хороводы. Даже вот, например, те же Левсы Гэра, да? То Гэра же гора. Да. Но это уже такие кальки или там заимствования, и взаимодействие русского и языков. Я просто про горку еще подумала, в Пижемской росписи есть такой элемент, он называется корка. Я подумала, может быть, это как-то еще с праздником связано? Да, а еще есть горки, по-моему, в иконописи тоже есть такое понятие горки. То есть, видимо, такое. А еще гора это в принципе что-то на высоте, что-то например. В общем, насчет этимологии я так подробно, наверное, не могу сказать. Это все, что я могу сказать. И опять же, самая большая горка, она справлялась именно на Иванов день, в Уссельме. Но вообще это, как мы уже выяснили, регулярное такое мероприятие для летнего времени в Уссельме. Как вы думаете, какой основной элемент горки? Какой основной элемент? Что? Хоровод, естественно, да. И опять же, какой мифологический, символический смысл мы видим в хороводе? Движение времени? Объединение, цикл, движение. Это кольцо, оно же вообще как оберег. Да, конечно. Кольцо, оно охраняет уже. Да, опять. Платье, кольцо. Да. То есть
вот эти хороводы, они, составление этих хороводов, движение в этих хороводах, оно было строго регламентировано. То есть они не просто брали за руки, да, и там как хотели, там, бегали, а все было очень строго, как такие, знаете, как выстроено все очень строго. То есть, потому что это в каком-то смысле обрядовый смысл имело, магический смысл. То есть это напрямую, как бы, по их, для традиционного сознания, это прямое влияние на мир вокруг. Ну, то есть это вообще для мифологического мышления характерно. То, что соединенность внешнего мира и человека, то есть единственного и общего. То есть вот, возможность влияния на мир вокруг себя. То есть это все мифологическое мышление, которым мы обладаем тоже сейчас, на самом деле. Ну, то есть современный человек, он тоже им в каком-то смысле обладает. Так, что? Ну и вот эти вот фигуры хороводные, они имели свои названия, я так пробегусь просто по некоторым. То есть была фигура, например, столбы или застенки. Устилимская и Пижемская, ну Пижм это река, которая впадает в Чору. Хоровод процессия, медленное шествие, столбы называлось, перехаживание участников горки. Другая фигура круг, движение взявшихся за руки по кругу, по солнцу и против солнца обратно. В кругу разыгрывались песни «Береза белая шумела, гремела». И я не сказал, что, конечно, горка, она сопровождалась этим песней всегда, да, то есть разные песни. Словами, да, определенными. Да. То есть это такое музыкально-хореографическое действие, да, которое народ сам, его там никто не режиссировал, он просто сам массово, как бы, коллективно и К этому пришел. да, и поддерживал это всегда. Потом еще одна фигура: сторона на сторону, ряд на ряд, на две стороны, линейный или шеренговый хоровод, поочередное приближение мужской и женской шеренг друг к другу. То есть вот тоже опять вот свадебные брачные смыслы, да? Да, присматривались. Да, и на горке были и игровые такие пары складывались, а были уже и реальные. То есть, ну, все вот это вот продуцирующие вегетативные, жизнеутверждающие смыслы, они вот везде в горке. На 4 стороны еще одна фигура. Бояра, наборный хоровод с разыгрыванием песни «Вы, бояра, вы зачем пришли?», после которого, как правило, водили долгу или вожжу. Эта фигура могла выполнять организующую наборную функцию, открывая дневную часть горки. То есть, как бы, эта фигура, она была предназначена для того, чтобы люди собирались, и вот они мобилизовались для вот этих вот хороводов. А вообще, какие еще смыслы, если говорить о смыслах, то еще, конечно, был социоорганизующий смысл у вот этих всех праздничных комплексов, у хороводных комплексов, потому что, то есть, люди как бы сами себя организовывали в такой очень приятной и такой песенной хореографической форме, они друг друга узнавали, они устраивали свое общество, то есть у них через танец у них организовывалось общество, получается, то есть очень интересно, то есть не какими-то там законами, да, а сам народ, он через танец, через хороводы, он сам себя организовывал и узнавал и так далее. Ну, плюс ярмарки еще устраивались, и, соответственно, приезжали из других районов. Да, и вот, да, правильно, знаешь, это еще были съезжие праздники, то есть люди стягивались из маленьких деревень, они, ну, так, создавались пары, да, естественно, приглядывались. Еще одна фигура — плетень, фигурное движение колонны, взявшихся за руки или за платки горочников, заплетанием выстраивания общей цепи каждого участника таким образом, что кисть правой руки лежит на правом плече, то есть вот так как-то вот они идут, там, вот, и плетень, то есть вот это все какие-то вязания, понимаете, то есть они как бы текст такой, ну, текст это же вязь, вот, и они как бы создают какую-то такую временную вязь, такой получается. Ну, а вообще горка — это такое очень, как сказать, общее впечатление, это такое медленное, такое спокойное и величественное действие. То есть это не какие-то там крики, пляски, а это такое, знаете, как волны такие, какие-то космические, вот, люди друг на друга так находят. Там, вот, опять же, такой мифологический символизм проявляется в этом. Ну, а если говорить конкретно об истории горки, то, естественно, ее водили, наверное, примерно со времени заселения Устильма, это там 17 век, 18 век более активно,
И, ну, первые, ну, так как это был довольно глухой регион все равно, то какие-то первые упоминания о горке в печати, там, это 19 век, и уже более активно начали в 20 веке изучать. Именно сама горка, она почти на треть века 20-го, после 30-х годов она почти уходила, а потом в 70-х она возродилась. Я даже не знаю, я не могу точно ответить, с чем связано вот это возрождение горки именно в 70-е, вот даже не 80-е, как многие вот эти, ну, с перестройкой вот начали возрождаться, а именно 70-е. Но, с другой стороны, именно в 70-х такой появился вообще в советском обществе повсюду фольклорный такой интерес и фольклорное движение. Наверное, в связи с этим мы пошли, да. просто стали проявлять интерес. Да. А еще нельзя сказать, чтобы она совсем уходила, но полностью не уходила. Он каждый год Просто всегда она не так активно может. Просто не так, да. Не так активно, естественно. Во-первых, не допускали чужаков, потому что это староверы. А во-вторых, это все было сакрально действительно, и чужакам, тем, кто из мира, как говорится, пришел, ими не показывали, и они туда и не допускались. И в 70-х годах это еще было у них очень живо, потому что у меня, например, мама, когда ездила в Уссыльму, она говорит, мы 2 села проходили, мы всю ночь проходили, чтобы просто воды попить, нас не пускали в дом даже воды попить. Но поэтому вот это все отсюда связано. Естественно, я не говорю об полном угасании этой традиции. Она бы и не могла в таком хорошем виде сохраниться сейчас, если бы она угасала полностью. Ну, то есть, ее, то есть она может быть немножко менее как бы активна, была, но потом... Не привлекать внимание. Да, просто это еще связано с возросшим интересом именно исследователей к Уссыльме, которые тоже примерно 70-х. Они начали туда ездить, они начали их приглашать в Ленинград. Они начали выпускать там пластинки с их песнями, там, это же еще былинный регион, где старины пелись, вот, так что, то есть интерес был огромный, и вот тут произошло вот такое взаимная реакция такая, что сначала такой довольно изолированный регион, в него пришли люди, они его разбудили, потом они увидели, что это интересно, они еще сильнее начали это развивать, потом, ну, то есть такое вот нарастание, хотя тут, конечно, это вот, я, может быть, хотел об этом поговорить, тут все не так просто, потому что вот эти границы, где традиция, где уже какая-то театрализация, где действительно следование каким-то заветам, там, предков, там, а где уже просто непонимание того, что происходит, а просто вот какое-то отыгрывание, то есть это тут как бы сложно сказать. То есть, ну, в общем, это просто дискуссионный вопрос насчет этого. Вот, вот, пожалуй, это горки. Я не знаю, может быть, мы не будем тогда вот эти видеофильмы смотреть. Сейчас еще расскажу про Лут, если будет время, там, то мы еще посмотрим там ролики. Ну вот, Лут, братский праздник, как я назвал, очень, во-первых, они территориально, да, близкие, Ижма, Уссыльма, и даже вот они еще, почему братские, еще один смысл, потому что очень же много было контактов, и в том числе и свадеб между ижемцами и Уссылем, то есть брали там жен оттуда, и таких смешанных браков было довольно много. И как бы даже внешне там, скажем, ижемцы сильно как-то не отличаются. Ну, как в принципе коми сильно от русских не отличаются. А вот Лут, вот как пишет Галина Сергеевна Савельева, один из главных наших исследователей, фольклористов, этот комплекс летних игрищ может быть представлен в качестве одного из специфических явлений в календарной обрядности ижемцев, сравнительно с другими локальными традициями коми. По своему обрядовому содержанию он более всего сопоставим с традициями русских районов, расположенных в нижнем течении Печор. Ну, это очевидно, это сразу понятно. Есть какие-то небольшие различия, по-моему, в датах, то есть некоторые вот эти луды, скажем так, в множественном числе, да, они, в общем, есть несовпадение между некоторыми датами горок и лудов, но в целом это тоже весенний-летний цикл, и луд, может быть, даже проводили чаще ижемцы, чем горку проводили уссылёмы, то есть они бывало и каждые выходные проводили луд в той или иной форме. Вот. Но самым крупным игрищем, самым лудом было именно луд на Петрова Заговине, это на следующее воскресенье после Троицы перед постом, июльским постом. Вот еще важный такой момент.
у них есть такой праздник, в общем, понятие, в принципе, Виджа Пуранлун. Виджа Пуранлун, оно может трактоваться двояко, переводиться. Видж – это покоми, и поле – лук, а в то же время это пост. И тут совпадает, что они выходят и на лук, и в поле на лут, да, и они входят в пост. То есть начинается буквально, лут, лут это лук, да. На коми, по-моему, на ижемском именно диалекте. Вот еще что характерно, ижемский диалект, он, по-моему, наиболее русифицирован, то есть, из-за вот этих близостей. И он довольно сильно отличается от остальных, то есть именно коми-зырянских, если мы берем другие вот эти диалекты, то ижемский он наиболее какой-то другой, и в то же время он один из самых русифицированных. Но при этом это не значит, что это где рочь, это просто близкие контакты, в общем, и в то же время некоторая изолированность, и она вот повлияла на то, что на складывание таких отношений, на складывание таких этносов, в принципе. Вот, в коми-языке слово вич имеет два значения: пост, отсюда виджа пуранлун, буквально вход пост, и лук, синопост, вич это тоже позднее, это все вич. И также основным действом луда это были хороводные фигуры, так же как и у сцилионов на горке они имели свои названия. Основным вот этим фигурой было ворота муна. Данный элемент луда занимает особое место в структуре игрища. Он строго приурочен к Петровому заговению и является заключительным моментом праздничного гуляния. И такого элемента нет, допустим, в горке. Вот они строят такие ворота. Видите, тоже даже ворота, русское слово. И почему вообще так происходит, что они называют русским словом какой-то элемент в празднике, который похож на русский праздник, но которого нет у русских, непонятно, то есть какие-то такие странные перипетии. И они как проходят через через живые ворота, и они входят, как будто бы через них проходят, и они вот входят в этот вич, то есть это не может быть связано с Библией, с христианской верой? Нет, Пришедшей. больше это с язычеством. Не, понятно, нет, но обычно же, если Петров день, говорят же, да, что у брата возможно. стоят апостол Петр и апостол Но Павел. мифология, она настолько синкретичная и настолько, как сказать, динамична, что очень сложно, она отовсюду берет, но Библия, христианство, это что же мифология в каком смысле? Но это все мифология, если в очень обобщенном. Я не говорю, что христианство это неправда, а просто что это мифология, то есть миф о умирающем, воскресающем Боге, он же есть везде, и так далее. Вот, и это один из самых интересных элементов луда. Но в целом эти праздничные комплексы, они действительно имеют много схожих черт, и даже удивительно несколько, что вот они так близко расположены, так похожи, и в то же время это какие-то отдельные такие все равно комплексы. Но вот, пожалуй, если кратко, то все, что я хотел в целом обрисовать, потому что, и в принципе, я всем, кто интересуется, я могу просто посоветовать обратиться к исследованиям той же Савельевой, если мы говорим о луде Савельевой Галины Сергеевны, а если мы говорим о горке, то самый, наверное, лучший наш коми-специалист это Татьяна Спанаканева, мой научный руководитель в прошлом, и, может быть, Татьяна Андронова, они много занимались горкой и вообще лосцитами. И вот я хотел перейти, может быть, к нашей дискуссионной части. А может видео все-таки посмотрим? Давайте посмотрим. Просто посмотрим тогда, как выглядели. Вот я здесь сделал тайм-код. Это горка 92-го года. Самое хорошее качество. Фильм ленинградского телевидения документальный. То есть просто живые съемки празднества. Обратите внимание на вкусы подвеса, то у них обязательно часть костюма, и они его всегда заправляют в передник, получается, его нельзя
стороны такая пышность в костюмах, такая красочность, да, в то же время какие-то такие, да. У них То есть у них ничего не болтается. Да, они же еще 3 раза на день меняли костюмы. То есть у них был 3-часный горка, они то есть с утра надевали один костюм, потом надевали самый пышный костюм, и вечером еще один костюм. Бывало даже так. И костюмы у большинства горочников даже сейчас это самое, что у него есть, настоящие вот эти горочные костюмы, которые по 100-150 лет, которые вот в рундуках хранятся там в разных семьях. Есть, конечно, уже и новодел иногда, и опытный исследователь, он сразу, конечно, замечает, что тут что-то выбивается, когда не то. Ну, материя уже другая, да. Ну, или элементы, которые не характерны вообще для рисунка. Какой кокошник там у него. Да, даже такое. Вон они все бородатые мужчины, потому что они старобрядцы, но бороды. Всегда платки, есть сирийские платки. Да, и вот если говорить вот об образе этих праздников, то они еще вот костюмами тоже. Я просто в костюмах не очень силен, но похожи же и ижемские, и усылимские костюмы очень похожи. Как минимум тканями, потому что ткани привозные, не самостоятельно изготовленные, Да. потому что север, холодно. Да, это, в основном это черденские псы, у них там такая прямой налаженный контакт был с Чердынью, Пермской области. Там купцы приезжали, они им там рыбу, пушнину, а они им хлеб там. Но у них там все было, и чай там они пили. Хотя чай, конечно, до сих пор многие не пьют, потому что это бесовское зелье. Сейчас на родниках семейного счастья были ижемцы, и вот я с ним разговаривала про костюм, и вот женщина утверждает то, что все-таки Усть-Илёма вот заимствовали их костюм. Ну, это у них такое, да, это у них взаимное кивание. Усть-Илёме тебе могут сказать, что Ижма у них заимствовали. Такие аргументы приводила. Они неоспоримые. Да, послушала бы Усть-Илёму, там тоже, да, Но в основном, конечно, это все аргументы могут разбиться о том, что русская цивилизация, она все равно поглотила. В целом она поглотила Зарян, как и много-много народов. То есть она их, конечно, там не уничтожала, и там ничего такого не... И этим, кстати, русские колонизаторы всегда отличались там от Руси Запада, что те, допустим, индейцев вырезали там, да, они куда ни приедут, всех убьют. А русские, они никогда так не поступали, они как бы оставляли всегда этносы существовать, ну, то есть в Сибири, там той же, но тут, конечно, стопроцентное влияние, скорее, русских, ну, может быть, уже какие-то потом но такие... может еще связано с этой ссыльностью, да, сюда же ссылали людей в республику. Но это уже еще нет, наверное, это очень поздно уже, да. В основном-то, конечно, это просто беглые старообрядцы, которые бежали от гонений на их веру. Это нет, сначала, да, понятно, да, сильно на этом, да. сначала новгородцы, а потом уже это просто стал такой старообрядческий центр большой, Усть-Ильма, и туда уже ехали Просто отсюда. они как бы, как это называется, ассимилировались, Да, получается. Да. Ну, в целом это такой поморские, северные русские, бывшие новгородские, Усть-Илёмы. Данила, я не вижу, а мужчины не водят хоровод? Водят там, есть вот они в пиджачках там. Ну, кстати, почему-то, да, я вот на костюм мужской обращаю внимание, очень мало. Да, видимо, как сказать, он изначально был менее такой пышный, и, в принципе, он как-то быстрее отпал, то есть его обязательность мужского костюма быстрее отпал. А вот эти женские, они были изначально очень такие красивые, ну это же женщины, они же там одевались. А мужчины, они просто вот в таких костюмчиках. Очень много ветеранов еще жили 92-й год. Ну, просто... вон мужчина, да. Да, мужчины были. Ну еще же было такое, что женщина наряжала себя, чтобы похвастаться достатком. Да, вот на этих праздниках они показывали. И, то есть чем богаче женщина одета, тем значит хорошо они живут. То есть не мужчину наряжали, а именно женщину. В этом было, да. Достатки в доме судят по тому, как убрана женщина. И потом еще, наверное, объясняется тем, что обязательно передавался костюм от хранился, поэтому они
Поэтому до сих пор у них у некоторых костюмам 100, действительно там 150, по 200 лет. Я всегда задумался, как они им подходят постоянно. Они там что-то так делают. А они же из складок состоят. Но они универсальные, Можно да, распустить, абсолютно. подшить. Как угодно сказать. На ребенка подогнуть. Да. Ластовицы в рубах. Ну, вообще, конечно, это абсолютно уникальное такое явление, конечно, потому что... Так они его надевают Да, 15-20 минут, они только облачаются. Да. Так у них там юбок-то немерено. У них количество, там по-моему. юбок около 8 или 10 штук. В этом смысле очень повезло, что к ним вот эти и исследователи, и ленинградские документалисты начали ездить. Да? Они видят, что им это, вот как, извините, там, туземцам в Африке, вот, которые их сначала снимать, они начинают специально с копьями бегать. Но это грубо, очень грубо говорят. Тут как бы, то есть интерес к собственной традиции проявился благодаря интересу к ней со стороны. То есть, если им интересно, если они там снимают фильмы про это, то мы будем это делать. Мы тогда нарядимся. И это очень благотворное влияние оказало на... Наверное, поэтому На это традицию. упоминание это и есть только в 17 веке, потому что только тогда, наверное, об этом Да. кто-то увидел, Да, туда да. приехал. Они А же так-то, скорее прятались. всего, это было из Они же прятались там, они же уезжали, Да. убегали туда, чтобы никто их уже там точно не нашел. Может, это еще старше, да? Да, да, скорее всего. А так, если учесть, что христианство к нам пришло в 14 веке, на Коми Да, да. только, да? Но Все заселение Уссыльмы это 16 век. То есть Иван Ласка тоже сбежал там из Новгорода, это еще не до старообрядчества, это еще до раскола. Он просто туда сбежал, там выкупил землю и попросил у Ивана Грозного, можно я здесь буду жить? И вот оттуда пошла Уссыльма. Может, лут теперь? Да, теперь, ну да, в общем, мы просто вот посмотрели, как это в принципе выглядит. Я был один раз тоже на горке, я очень рад. Я во время экспедиции со студентами, когда работал в СГУ. Раньше, насколько я понимаю, А это от нашего телевидения. детей сильно не пускали в эти процессы. Да, С чем это связано? Но, скорее всего, это связано вот с этими с брачными смыслами. То есть это уже именно в первую очередь это было для молодежи все-таки вот эти все Продолжение действия. рода. Да. Поэтому, а сейчас уже вот когда с раскруткой этого праздника, сейчас уже есть детская горка, но это с одной стороны как Хорошо, потому что они хоть знают, да. что это интересно. Это вот как раз тот случай развития традиции, как бы интерпретации какой-то традиции, который в принципе допустим, наверное, и возможен. Ну, плохого точно ничего. Да, ничего, слушай, я же там не учат плохого. Поэтому, ну вот, а это вот, передача очень интересный цикл, знаете, да, Конан это очень интересно. Про все. Веселее. Ну вот это вот перевязь. Да. А еще вот, естественно, песни у них, как сказать, русские во многом, то есть это переначенные русские песни, то есть, потому что, опять же, прямое влияние идет. Знать, что либо до самой зимы будет некогда. Раньше праздник проводили на острове. Выше по-моему, сложнее, да, фигуры? Такое место тоже не случайно. Я даже Переходное не Я знаю, вот да, здесь возможно, да, у них, да, что-то в воротах, по крайней мере, вот эти. Хотя, да, не знаю даже, что нужно делать, там главное, чтобы вот был этот ведущий, который проведет с одной стороны, и второй ведущий с другой Да, у них стороны. зазывало есть, и у них есть какой-то такой более, у них какой-то такой, этот праздник более раскрепощенный, я не знаю, я вот не знаю, ижевцы, по-моему, уже не стараются. Нет. Нет, ну вот, видимо, это как-то повлияло на Это такую, как раз с этим и связано. да, на большую такую какую-то бойкость. У тех более Веселость. степенных. Да, у тех степенных. И в советское время ведь как было, что прикажет райком партии петь, то не поем. Однажды в какой-то поездке, кажется, это было в Перми, нам сказали, что мы копируем выступление ансамбля «Осетка». Нам было обидно. Мы стали ездить по району в поисках старинных текстов песен. Спрашивали бабушек, как раньше праздники проходили. В этих же фольклорных поездках выяснилось, что какого-то общего праздника с одним названием у ижевцев не было. Да, говорили Луденворсный там, а вот Луд это уже устоявшийся, это уже более поздний, так брендировать. Луденворсный там, или Ворота, ну, то есть, в общем, по фигурам или как так называется, по-разному. То есть
просто бодить хоровод. Но все они были похожи друг на друга. И мы решили, а почему бы не сделать общий праздник? Потихоньку восстановили когда-то забытые гуляния. И вроде у нас получилось. Дали празднику название Луд, что в переводе с кони обозначает луг, место проведения гуляний. А еще вот Иджи Фурангун назывался, ну такое первичное название. Визитная карточка Ижевского района. Теперь он объединяет всех ижевцев, проживающих не только в Коми, но и далеко за пределами республики. В настоящее время гуляния проходят в селе Ижево в конце июня, начале июля. Ну вот видите, тут уже больше всяких там ярмарок, всяких там вот театрализаций, постановки всяких там каких-то. Они это превращают в какой-то уже фестиваль. Ну тут уже, да, Съезжий фестиваль. Да. Ну это уже более современный. Да. Да, то есть превращает в такой сельский праздник. Понятно, что это делается, чтобы привлечь больше туристов. Становится участником красивая, сейчас исконное ленивоческое село ставит шоу. Каждый может зайти, посмотреть и даже потрогать настоящие вещи настоящих анекдотов. Коми-ивенцы уже называли коми-евреи. Потому что, по-моему, я читал, что в Российской империи после евреев они были самым грамотным народом, ну, не считая русского. То есть у них очень, ну, они же очень торговали вот этими, они на оленеводстве, они огромные деньги зарабатывали, они, там, купцы, там, вот эти двухэтажные дома. А еще я знаю, ведь в этом тоже отличие серьезное от Уссурийской старобряческой. В Ижне там очень много еще осталось вот этих всяких, как заговоры, вот эти. Ну, фольклор вообще, в принципе. Да, вот этих колдунов, как они их называют. Ой, заговорить могут. Уссурийма не уступит, там каждый второй колдун, они друг на друга. Этот колдун, к ней придешь, она говорит, та колдун, у них там все колдуны. И это интересно, что при вот старообрядчестве, да, вот это, они говорят, при их настоящей вере, там, вот этих молитвах, они вот очень верят в колдунов, там, чертей у них там. Ну да, там одна бабушка там. Травки у них там, заговоры всякие, там, заговорить могут. Да. Как бы вроде бы этого и нет, но каждый знает, что там тот-то, там, Филимон там какой-нибудь, он еретник, они называют, еретник, ну, как еретик, еретник. И также, кстати, коми говорят, еретник. Вообще, правда, я в жизни 2 раза столкнулась с такими вещами, что действительно смотрели, врачи не помогли, ну, вот люди это что-то там ниточки завязали, что-то сказали. Вот если сейчас включить диктофон, то вы расскажете быличку, ну, в смысле, фольклорный жанр такой, былички, рассказы о сверхъестественном. Если вот на диктофон если записать и расшифровать, то можно фольклорный сборник взять, потому что, ну, то есть, вот эти встречи с колдовством, это тоже как бы такой фольклор. Я лично сама с этим столкнулась. Ну, вот это в моей семье было, жизнь спасли моему дяде. Да, я не к тому, что я говорю, что это неправда. Я к тому просто, что есть такой жанр. Быличка — это мифологический рассказ с упором на личное свидетельство. То есть, когда то, что произошло с кем-то самим рассказчиком. Они его нас упорно возвращают в тему просто нашей встречи. Данил, можно задать вопрос? Как вы думаете, какое будущее у этих праздников? Этот вопрос я хотел задать вам. Я почувствовал, что это перелетело. Вы видите, вот как уже в этой же передаче прозвучало, ну и в принципе понятно, что Луд — это такой уже во многом сборный такой праздник, который собран, как бы, он создан. Да? Естественно, у него есть очень крепкие фольклорные этнографические основания, очень такие сильные. И горка, она более, в прямом смысле традиционна все-таки. То есть там она все-таки традиция полностью не прерывалась, и
они там уже не собирали, они просто усилили, как бы, они влили туда новые силы. И тут нет единого мнения. Например, я часто слушаю вот всякие лекции, вебинары ГРДНТ по нематериальному культурному наследию, по объектам. И Горка и Лут, они входят у нас в наш региональный реестр, но Лут, что характерно, его исключили из федерального. Он раньше там был, но потому что это поменялось, и он был убран оттуда. То есть сейчас федеральный реестр российский, то есть главный такой, куда входят самые такие важные объекты, Лут уже не входит почему-то. А Горка? А Горка входит, естественно. Да. Много Что еще из республики входит? Что еще входит? Ну, например, фольклорная традиция Буршилы сейчас, традиция технологии изготовления чипсонов, музыкальных инструментов, домашнее богослужение в селе Нившира, ну, усыльно-усыльмские былины, вот, это, ну, то есть Сталин и вот, по-моему, около 7 сейчас. Раньше входило, по-моему, почти что 19, то есть гораздо больше. Но потом, видимо, правила изменились, регламент, нормативы изменились, и уже то, что раньше можно было включить, сейчас уже было исключено, уже не подходит. И видите, Горка осталась, а Лут не остался. Но вот как раз, возможно, из-за всяких там... Из-за фестивальности. Из-за фестивальности, да. Вот Да. Потому что... То есть утрачивает... Но в то же время, в последней форме карточки объекта, которую спустил ГРДНТ для всех, чтобы заполняли там новые объекты, искали, там есть такая категория современные праздники с традиционными элементами. То есть она Лут полностью подходит. То есть, и это уже дается на отпуск как бы регионам и региональным советам, как у нас вот есть межведомственная комиссия по формированию реестра, так и в каждом регионе, где есть вот эти каталоги ОНКМ, есть свои экспертные советы, и вот они решают, какой-то праздник вводить или нет. Например, у нас такой часто всплывает вопрос праздника Пыжигаш в селе Керчоме, который был придуман и создан Чисталем, нашим самым лучшим в мире фольклористом, Коми, Прометеем Чисталем. Во многом он создал и собрал этот праздник. Ну, там где-то вспомнил, что когда-то там катались на лодках, там что-то там надернул, ну, извините за грубые такие выражения, и получился праздник. Но вот его внесли в реестр, а он уже, говорят, несколько лет уже практически все не проводится. Это именно сельский праздник, то есть нужен ли он в реестре, непонятно. То есть это вопрос такой, опять же, дискуссионный. А если говорить о будущем, то понятно, что и у того, и у другого праздника никаких проблем, наверное, с привлечением внимания, интереса и туристов к себе нет, но, возможно, у них уже есть разное отношение, допустим, со стороны специалистов к этим праздникам, да, к праздничным комплексам. Может быть, и, допустим, если Горка, с ней особо ничего там делать не надо, просто ничего не делать, просто пускай сохранять так, как она проводится сейчас, то, может быть, с Лудом надо что-то думать там и отсекать лишнее, и то есть заостряться на том, что действительно было, то есть еще больше архивных материалов, то есть нужно какой-то, как сказать, как это называется, патронаж какой-то со стороны исследователей, специалистов. Вот, если так коротко. А так, в целом, мне кажется, у них, у обоих этих праздников, у них огромный потенциал. И, это же вообще классно просто, что люди сами из села, они достают эти костюмы свои старинные, которые им передали и бабушки, и прабабушки, и сами выходят. Им же за это не платят, но они просто выходят и это все превращается в такое красочное, яркое действие, такое удивительное, когда летний вечер, это все происходит. В общем, так. Я не знаю, мы будем еще дискутировать или нет? Ну нет, в любом случае обратную связь хотелось бы, коллеги, друзья, гости, спросить у вас. Я просто, может быть, с себя начну. Мне кажется, что вот сегодня, да, вот это
этот тренд на family look, на одежду, да, семейную, одинаковую, и на идентичность местную, она все-таки, ну, будет развиваться. И наша задача здесь, ну, вскочить на этот поезд И уехать. и, ну, привлечь к себе таким образом дополнительное внимание. Кто нам мешает, условно, да, заниматься тем, что помогать изготавливать эти костюмы, помогать разучивать, я не знаю, с семьями эти традиционные коми-песни. Ну, не обязательно речь, конечно, про горку и лук, я вообще там про коми традиции, да и про русские традиции, кто нам мешает, да и вообще про любые, да, национальные традиции. Поэтому, ну, и у нас в центре это может быть вполне себе там самодостаточной услугой, да и вообще почва для размышления для остальных учреждений. Да, тут просто нужна аккуратность и постоянная как бы, обратная связь со специалистами, чтобы мы не допустили вот клюкву какой-то, чтобы это было одновременно и красиво, и стильно, и модно, и молодежно, а в то же время, чтобы это было действительно традиционно, чтобы мы репрезентовали вот это то, что, ну, и тогда это, конечно, вообще класс. Ну, то есть, потому что, может быть, не супер пример, но я знаю, что вот в Ингушетии там, или в Дагестане у них такой прям бум, они все сейчас одеваются в эти костюмы свои национальные. Ну, как бы тут, конечно, такие попахивает национализмом, там и всегда тоже такая граница тонкая, но у них прям бум, и еще у них бум на традиционные свадьбы, они сейчас все там проводят традиционные свадьбы. То есть, как бы. И тут еще важный вопрос работы с населением, чтобы престиж традиционной культуры поднимать нужно. То есть, и как раз вот если это делать, подавать интересно, увлекательно, красиво, просто красиво, да, то престиж традиционной культуры, он будет повышаться, интерес не будет повышаться, и мы тогда, у нас будет свое лицо, как бы, у народа, и какое-то самосознание. А еще вот одна мысль на обсуждение заключается в том, что вот, наверное, современным режиссерам, организаторам массовых праздников стоит обратить внимание на содержание вот этих традиционных праздников с точки зрения, а если проводится шествие, то для чего оно проводится, каким образом оно проводится. У нас чаще всего сегодня вот организация подобных мероприятий неосознанно происходит. И, ну, в этом, конечно, проблема большая. Да и вообще работа учреждений культуры все больше и большей степени становится неосознанной. Вот, и с этой точки зрения вот эти традиционные праздники, они, конечно, ну, вот икона, да, по которой нужно учиться. Да, то есть не хватает осмысленности, то есть за каждым движением-то у них что-то стоит, и за каждой фигурой у них что-то стоит. Они, может быть, даже не могут это выразить, но это очень выразительно вообще в таком самом жизненном смысле, в таком самом, ну, опять, это все про мифологию, все, что касается мифологии. Поэтому я согласен, да, что должно быть не просто так, не простое копирование, а как бы осмысленное воспроизведение какое-то, ну, реконструкция в хорошем смысле. Ну, у них даже ну, это возвращаясь опять же к этим праздникам, да, вот в Усыльме идет с самого верха, как говорится, с самого начала, там 3-4 человека выходят, да, у них свой смысл идет, что вот они идут, поют, и как бы у них песни-то поются именно как приглашение, из каждого двора выходят. То есть они собираются. А в Луде там же по-другому идет. Там как раз вот эта проходка, она и называется ворота. Они выстраивают, если тут у фильма идет просто как бы пристраиваются, да, и идут шеренгами, скажем так, поют, то в Луде они идут, они как раз вот эти вот все фигуры уже повторяют, прямо по ходу идут. И делают это, ну как, по-русски сказать, ручеек, да, те же самые ворота обязательно парами проходят. То есть там даже в этих шествиях совершенно разные смыслы. Виктор, вы хорошо помните работу в отделе народного творчества. Я просто была на этих праздниках и как бы, да, и естественно изучала это, смотрела себя.
Ну, тогда мы, во-первых, спасибо говорим Даниилу. В первую очередь, наверное, за увлеченность вот этими традициями. Спасибо. Мы никого не выгоняем, предлагаем все-таки попить чай, может быть, пообщаться. Ну и приглашаем на следующую встречу, которая состоится 26 января. Одним из спикеров будет Александр Юрьевич Терентьев. Он, с одной стороны, руководитель медиацентра Министерства культуры, туризма и активного дела Республики Коми, а с другой стороны, руководитель автономной некоммерческой организации по туризму. Так проще сказать. В общем, поговорим о современных практиках, о лучших практиках России. Да, как раз да, после, он, скорее всего, будет говорить и про Лут, он же, по-моему, еженец. Да. Хорошо, да. Это будет логичным продолжением. Коллеги, спасибо большое, что пришли. Спасибо.